школах республики коми-язык как родной ежегодно выбирают более 3000 детей. Количество желающих не сокращается. В лидерах по изучению коми как родного Усть-Куломский, Ижемский и Кировский районы. Сегодня реализацию госпрограммы о государственных языках обсудили на заседании Президиума Госсовета Коми. Приняли участие руководители ведомств и представители межрегионального общественного движения Коми-Войтер. Мы ведь собрались для того, чтобы нам в наше современное время, время, которое такое быстротечно, все меняется, за реформами образования это не успеваем, да, даже в части обязательного, необязательного изучения родного языка. И я бы, конечно, имея такую возможность воспользоваться этим, чтобы каждый из вас внес свое предложение. Со стороны Коми-Войтер, может быть, Алексей Иванович, вы внесете и какие-то предложения, чтобы оно вошло в протокол более глубоко и детально, еще раз современными глазами посмотреть на сам закон. По всей республике стартовали конференции Коми народа. На местах поднимают насущные проблемы и подводят итоги, что сделано за прошлый период. По инициативе активистов Коми-Войтер в общественном транспорте на городских и пригородных маршрутах столицы пассажиров информируют на коми-языке. Такая работа сейчас проводится и в Печоре. Коми-язык активно внедряется и в работу госслужащих. Все нормативные акты, официальные мероприятия дублируются на 2 государственных языках республики – русском и коми. В связи с развитием общественных функций коми-языка актуально повышение уровня этноязыковой компетентности государственных и муниципальных служащих. Есть такая норма и в законе о государственных языках Республики Коми. Для служащих ежегодно, начиная с 2005 года, Министерством национальной политики организуются курсы коми-языка, которые в последние годы открыты для всех желающих. Сотрудников учреждений социальной сферы, специалистов многофункциональных центров, то есть тех, кто напрямую непосредственно сталкивается с представлением услуг населения. И если в начале слушателей было около 20 человек, то сейчас курсы завершают около 100 человек. С этого года в республике статус коми-языка вышел на новый уровень. Указом главы утвержден День коми-языка и письменности. Он будет отмечаться каждое 3-е воскресенье мая.